Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем последствия крупной аварии на проспекте Победы. Неадекватное состояние. Он подошел, а что случилось? В столкновении 3 иномарок пострадали 2 человека. На проспекте Ямашева столкнулись Volkswagen и троллейбус. Легковые штук 5 на красный свет пролетел. Кто проехал на красный? И расскажем, как, по мнению следствия, соучредитель микрофинансовой организации финансировала сама себя. Сумма была большая, и она не помещалась в одну емкость. Это и не только в ближайшие 10 минут. 2 человека пострадали в результате крупной аварии, которая произошла на проспекте Победы. Там столкнулись 3 автомобиля – 2 BMW и Toyota RAV4. Очевидцы в один голос утверждают, что произошло все по вине водителя одной из немецких иномарок, который ехал на высокой скорости. После столкновения не понял, что же произошло, и имел все признаки опьянения. Салават Мухаммадуллин узнал подробности. Зуб повредил чуть-чуть. По мнению остальных участников аварии, этот молодой человек очень легко отделался, добавляя, что гонки, которые он устроил на проспекте Победы, могли закончиться куда трагичнее. Как рассказали очевидцы, 26-летний водитель BMW пытался обогнать автомобиль этой же модели, но не рассчитал дистанцию до впереди идущей машины и врезался сзади в Toyota RAV4, за рулем которой находилась 33-летняя автоледи. После этого столкновения BMW отбросила на машину, которую он и стремился опередить. Только что же произошло, не понял сам. Отвлекся на другую машину и, видимо, машина, которая передо мной ехала, притормозила и въехала. Я до сих пор не понял сам. Вот только пассажир Тойоты убежден, что аварии было не избежать. И рассказал, что поведение предполагаемого виновника ДТП не очень адекватно, и что находится он в состоянии опьянения. Или алкогольного, или наркотического. Неадекватное состояние. Он подошел, а что случилось? Ну как можно сказать, что случилось, если он сам въехал в столб, въехал в нас, задел еще боковую машину? Не знаю. Состояние неадекватное. Посмотрите. Отказывается от свидетельствования и все остальное. В аварии пострадали 2 человека. Водитель Тойоты, она с ушибом головного мозга была госпитализирована в больницу. 22-летняя пассажирка BMW получила ушиб мягких тканей лица и лобной области. В салоне Тойоты находилась 8-летняя девочка. К счастью, ребенок не пострадал. Отделался лишь легким испугом. Ну, у меня супруга на скорую везли. Какие повреждения? На что жаловался? Голова, кровь. На скорую везли, не знаю там что. Что касается водителя BMW, то в ближайшее время за руль автомобиля на законных основаниях он, скорее всего, не сядет. За отказ от медицинского освидетельствования закон предусматривает точно такое же наказание, как и за езду в нетрезвом виде. Штраф 30 000 рублей и лишение водительского удостоверения. Салават Мухаммадуллин, Динара Камалова, Константин Бушуев. Вызов 112. На пересечении проспекта Ямашева и улицы Бондаренко столкнулись Volkswagen Polo и троллейбус. По словам водителя легковушки, электротранспорт должен был пропустить поток машин, начавших движение по перпендикулярной дороге. Но он этого не сделал и выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Водитель общественного транспорта хоть и был неразговорчив, но поделился с Рамилем Шайдуллиным своей версией произошедшего. Думал, что успеть проскочить, рассчитывал. Но не рассчитал, все. Именно это рассказал водитель электротранспорта второму участнику аварии, водителю Volkswagen Polo. Иномарка двигалась по улице Бондаренко в сторону Чуйкова, а троллейбус направлялся по проспекту Ямашева в сторону Казани-Арены. И на красном она мигающая была. Нехотя, но водитель электротранспорта согласился рассказать о произошедшем. Говорит, что завершал маневр, а легковушку просто не заметил. Правда, с такой версией случившегося водитель Volkswagen был категорически не согласен. А красный только что загорелся, да? Она секунд 5 горела, потому что легковые штук 5 на красный свет пролетел. Я тихо ехал на зеленый уже, а троллейбус не заметил. В аварии никто не пострадал. По словам водителя электротранспорта, салон троллейбуса в момент столкновения был пуст. Общественный транспорт получил не очень значительные повреждения. Водитель иномарки же после оценки ущерба будет думать о целесообразности восстановления автомобиля. Рамиль Шайдуллин, Динара Камалова, Константин Бушуев. Вызов 112. Рядом с Кировской дамбой столкнулись 2 «Лады» 14-й модели и «Приора». Как рассказала автоледи, водитель первой машины, она ехала прямо со стороны улицы Клары Цеткин на разрешающий сигнал светофора. «Лада» «Приора» двигалась со стороны улицы Несмелого. И, по словам девушки, именно «Приора», не пропустив поток встречных машин, стала пересекать перекресток. Авария не заставила себя долго ждать. Удар был сильный. Автомобиль девушки передвигаться самостоятельно теперь не может. Его забрал эвакуатор. «Лада» «Приора» уехала своим ходом.
Теперь степень виновности каждого из водителей установят сотрудники автоинспекции. Сегодня в Вахитовском суде Казани рассматривали дело о присвоении более 21 миллиона рублей из микрофинансовой организации одним из ее соучредителей. На скамье подсудимых 62-летняя Галина Сизова. По версии следствия, она в ноябре 2013 года финансировала саму себя и по-крупному. Брала из кассы компании от 3,5 до 9,5 миллионов рублей. Однако сама подсудимая вину не признает. С подробностями Сергей Хайдаров. Первой рассказать о событиях ноября 2013 года на этом заседании предстояло бывшему кассиру Центра финансирования Ирине Лущенко. Женщина в подробностях рассказала, как лично приносила коробки с миллионами рублей в кабинет 62-летней Галины Сизовой. Последние 900, которые я выдавала с Поляковым Андреем Алексеевичем. Почему с Поляковым? Потому что сумма была большая, и она не помещалась в одну емкость. Нам приходилось разложить в 2 коробки, и я 2 не могла унести. Таким образом, в ноябре 2013 года, по версии следствия, Галина Сизова незаконно присвоила более 21 миллиона рублей. Однако сама подсудимая свою вину признавать не торопится. Получив возможность задать вопросы своей бывшей подчиненной, она обратила внимание суда на отчет, где не написана прописью полученная сумма, а также указаны сомнительные основания для выдачи крупной суммы наличных. Инвесторы. Что это за основание? Не по договору займ, номер такой-то, от какого числа. Просто инвесторы. И как это вообще идентифицировать можно? Этот договор, расходник, писали не мы. Это составляли вы. Значит, Хорошо. Вы решили, что вам так надо. Как рассказал свидетель, для получения денег таким способом Галина Сизова составила специальные бланки. Без проблем их подписывала и никогда претензий к работе кассира не имела. Однако сегодня подсудимая показала обратное. Вы знали вообще, что Снежинкина, вот эти расходные кассовые ордера, вот, я не знала. Не сдала вообще в отдел инвестиций? Я не знала. Да, я не знала, я не в курсе дела. Но я теперь благодарна, что это случилось именно так. Если бы их не было, тогда бы все вы повесили на нас. Для обеспечения возмещения ущерба, если суд признает обвиняемую виновной, у нее были арестованы украшения на 300 тысяч рублей и квартира в Новосавиновском районе стоимостью 22 миллиона. Сама же подсудимая находится под домашним арестом. Сегодня после допроса свидетелей в заседании был объявлен перерыв. Разбираться в этом деле суд продолжит 3 августа. Сергей Хайдаров, Азат Самигуллин, вызов 112. Из другой микрофинансовой организации в Казани похитили почти 17 миллионов рублей. В совершении преступления следователи заподозрили руководителя финансово-экономического отдела этой компании и установили, что преступление было совершено в период с декабря 2013 по январь 2014 года. В настоящий момент предварительное следствие закончено, уголовное дело передано в суд Московского района Казани. Под предлогом возврата денежных средств по договору займа одному из вкладчиков 34-летний обвиняемый воспользовался доступом к системе «Банк-клиент». Он перевел деньги на счет 42-летнего, только что отбывшего срок наказания за убийство жителя Санкт-Петербурга, который, получив свой процент, перечислил их организатору схемы. Свою вину обвиняемый не признал. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его сообщнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники управления исполнения наказаний просят помощи в розыске 37-летнего Аликина Андрея Вячеславовича, уроженца города Пермь. Он уклоняется от ареста и заключения в колонию поселения, на которое ему заменили условное наказание. В июне 2014 года он похитил 50 тысяч рублей, но был задержан и приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно и такому же испытательному сроку. Но условия наказания не выполнял, вследствие чего наказание заменили на реальное. Но он уклоняется от ареста. На вид разыскиваемому 30-35 лет. Телосложение коренастое, похож на европейца. Рост 175-180 сантиметров. Лицо круглое, глаза голубые, нос широкий, губы тонкие. Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине, сотрудники службы исполнения наказаний просят сообщить по телефонам, указанным на экране. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или в нашу группу ВКонтакте. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.